Здравствуйте. В ближайшие полчаса на канале НТВ новости. Главные по-прежнему связаны с ситуацией в Чечне. Сегодня в Грозный прибыл секретарь Совета Безопасности России, представитель президента в Чечне Александр Лебедев. С его именем связаны надежды на отмену штурма Грозного, где все еще остается не меньше 150 тысяч мирных жителей. Сегодня в 12 часов ночи истекает срок, отпущенный жителям Грозного, чтобы они могли покинуть город. Подготовка к штурму продолжается. Вновь вступивший сегодня в должность командующего группировкой федеральных войск Вячеслав Тихомиров заявил агентству «Интерфакс», что намерен предпринять по отношению к боевикам самые решительные действия и не собирается предупреждать их о начале операции. Ультиматум своего заместителя генерала Пуликовского он не отменил. О сегодняшних событиях в Чечне рассказывает Алексей Поборцев. Судя по сообщениям информационных агентств, федеральная авиация сегодня наносила практически непрерывные удары по Грозному всю ночь и все утро. Наиболее интенсивные авиаудары наносились по Черноречью, Заводскому и Старопромысловскому районам. А около полудня мощным обстрелом из самоходных артиллерийских установок, танковых орудий и реактивных систем залпового огня подвергся район площади Минутка и 13-го контрольно-пропускного пункта на реке Сунжа, неподалеку от центра Грозного. Командование федеральных войск заявило, что в городе проводятся спецоперации по деблокированию военной комендатуры Октябрьского района и площади Минутка. Сегодня же вернувшийся из отпуска командующий федеральной группировкой генерал Вячеслав Тихомиров заявил, что к захватившим Грозный боевикам будут применяться самые решительные меры. Сейчас отдохнувший командующий изучает обстановку и готовится к принятию решений по освобождению города от сепаратистов. Кроме того, Тихомиров подчеркнул, что не намерен предупреждать боевиков о начале операции. А из горящего города продолжают бежать люди. Официально сегодня был открыт единственный гуманитарный коридор для выхода населения в районе Старая Сунжа. Многие беженцы, покидающие чеченскую столицу, нуждаются в экстренной медицинской помощи. Полевой госпиталь Российского министерства по чрезвычайным ситуациям, развернутый на северных окраинах Грозного, работает в эти дни с полной нагрузкой. А так госпиталь за трое суток принял более 150 человек. Возьмите носилки. Более 150. Все оперированы. Работа. По различным оценкам, в чеченской столице еще остается около 150 тысяч человек. И неизвестно, сколько людей успеет покинуть Грозный за 48 часов, предоставленные ИО командующего федеральной группировкой генералом Пуликовским для эвакуации мирных жителей. 48 часов генеральского ультиматума истекают сегодня в полночь. Эмиссары ОБСЕ, похоже, поверили в серьезность намерений федеральной стороны. Сегодня пришли сообщения, что миссия ОБСЕ в полном составе покинула чеченскую столицу до выяснения обстановки. В свою очередь, боевики заявляют о готовности отразить натиск федералов. И в случае попытки повторного штурма центра Грозного, по мнению штаба сепаратистов, счет потерь российских военных пойдет на тысячи. Готовность боевиков к обороне подтверждают и федеральные источники. По данным штаба группировки, боевики перегруппировались, создали запас боеприпасов и подготовили захваченную бронетехнику для прорывов на решающих направлениях. Видимо, последнюю попытку остановить бойню предпринял сегодня секретарь Совета Безопасности Александр Лебедев. Днем Лебедев вылетел в Грозный, где намеревается встретиться с командующим федеральной группировкой, а также с лидерами чеченских сепаратистов Зелимханом Яндарбиевым и Асланом Масхадовым. Между тем, недалеко от селения Новые Таги, где традиционно проходят переговоры с оппозицией, федеральные силы сегодня обезвредили взрывное устройство, состоящее из 9 125 миллиметровых артиллерийских снарядов. Об этом по секрету сообщил сегодня агентству «Интерфакс» источник в штабе российской группировки. Кому-то, видимо, очень не хочется, чтобы представитель президента в Чечне встречался с оппозицией. Вот и появился повод отложить встречу. Небезопасно. Алексей Поборцев, телекомпания. Я генерала Пуликовского вчера раскритиковал, подверг резкой критике его заявления. Он вообще не вправе такие вещи заявлять. Такие вещи должен заявлять руководитель от политического руководства страны, который в целом возглавляет всю ситуацию, в том числе и военную. Вот он должен давать оценку, что происходит и какие меры предпринимаются, в том числе и предупреждать мирное население. Военный человек не должен заниматься этими проблемами. Это кто-то Пуликовского спровоцировал. Он поступил неправильно. И таких команд, таких указаний не было. Тихомиров, когда предупредил? Тихомиров, а вот давайте у командующего спросим округа. Он вчера принимал, он вчера врастал в обстановку, принимал
войска. И сегодня с утра, когда я еще был в Москве, он мне докладывал с места о том, что он вступил в командование. Когда прекратится огонь Чечни? Чем быстрее, тем лучше. Скажите, а вам известен план Лебедя по ревизии в Чечне? Который он должен представить 26 числа. Ваши какие-то предложения были в этот план? План я не знаю конкретный, но первая его основная цель добиться прекращения огня, чтобы не было провокационных выстрелов, и я скажу прежде всего с той стороны, со стороны оппозиции. Он встречался с вами перед ответом в Чечню сейчас, Лебедь? Да. Была встреча? Да. Долгий был разговор? Долгий. Мы были втроем. Он, Куликов и я. Вы помирились? И даже не вспоминали, что было до этого, а в основном-то искали новые подходы к разрешению этой сложнейшей ситуации. Здравствуйте. В 8 часов утра истекает срок действия ультиматума мирным жителям Грозного, которые в течение последних 2 суток должны были покинуть родной город. Инициатором этой акции был генерал Пуликовский, но и сменивший его на посту командующего после отпуска генерал Тихомиров не торопился отказаться от сомнительной идеи. Однако уже первые часы действия ультиматума вызвали резкое обострение ситуации в регионе. Последними новостями из Грозного наш корреспондент Сергей Гапонов, несколько минут назад вышедший с нами на связь по телефону. Сегодня в течение дня федеральные войска несколько раз наносили по Грозному удары, применяя при этом системы залпового огня, минометы, тяжелую артиллерию, авиацию. Вся тяжесть бомбардировок легла на мирных жителей, не успевших выйти из города. По нашим оценкам, их около 100 тысяч. Боевикам, которые за 2 недели пребывания в Грозном успели там укрепиться, удары федералов вреда практически не нанесли. Боевики мобильны, хорошо вооружены, в их распоряжении несколько единиц бронетехники, захваченных в ходе боев в Грозном. Отряды Индарбиева готовы к завтрашнему штурму, обещанному российскими генералами. Чего нельзя сказать о войсках. Очень многие военные надеются на то, что Александр Лебедь сумеет уговорить Тихомирова и Пуликовского отказаться от штурма. Офицеры федеральных войск называют штурм безумием. Сергей Гапонов, НТВ, из Грозного по телефону. Ультиматум, посеявший панику среди жителей Грозного и спровоцировавший локальные боевые действия, эхом отозвался и в российской столице. Инцидент создал сразу несколько серьезных поводов для беспокойства. Последние часы действия взрывоопасного ультиматума вынудили активистов демократических фракций выйти на импровизированную пресс-конференцию у памятника Пушкину. Во всесилии силовиков они увидели слабость существующих властных структур. Есть у нас в нашей стране власть? Или это только имитация власти перед выборами? Если есть власть, ответственная перед гражданами, то кто же должен положить предел беспределу, так сказать, рвущихся к драке генералов? Разъяренные своими неудачами генералы жаждут реванша, и вполне возможно, что мы находимся на грани военной диктатуры. При этом сами высшие чины силовых ведомств поторопились откреститься от авторства ультиматума. Я генерала Пуликовского вчера раскритиковал, подверг резкой критике его заявления. Он вообще не вправе такие вещи заявлять. Такие вещи должен заявлять руководитель от политического руководства страны, который в целом возглавляет всю ситуацию, в том числе и военную. Вот он должен давать оценку, что происходит и какие меры предпринимаются, в том числе и предупреждать мирное население. По мнению недавнего координатора всех усилий по разблокированию чеченского кризиса, инициатива Пуликовского была санкционирована лично генералом Лебедем. В нашей стране генерал-лейтенанты, командующие временной группировкой, пока еще не хозяины, не руководят страной. И я знаю, что они, как военные люди, дорожат погонами и никаких ультиматумов сами по себе не делают. Уверен, что, так сказать, без оповещения секретаря Совета Безопасности ничего такого тут не делается. По словам самого Лебедя, улетевшего к месту событий, им движут лишь мирные намерения. Я только с миром. Я уже навоевался только с миром. Сейчас мы спокойненько разберемся, сейчас мы упорядочимся. Вы планируете встречу с Масхадовым?
планируется. Перед отлетом генерал встречался с идеологами противоборствующей стороны. Мне была интересна позиция Александра Ивановича, насколько он решительно настроен продолжить осуществление той миссии, за которую он взялся. И я могу сказать, что Александр Иванович показал, что он настроен решительно, что настроен продолжить вот этот мирный процесс, настроен его довести до результативного конца. Я думаю, что у него достаточно шансов, чтобы достичь цели. Он встречался с вами перед отлетом в Чечню сейчас, вы Лебедь? Да. Была встреча? Да. Долгий был разговор? Долгий. Мы были втроем. Он, Куликов и я. Вы помирились? И даже не вспоминали, что было до этого, а в основном-то искали новые подходы к разрешению этой сложнейшей ситуации. Ситуация осложняется тем, что от генерала ожидают мужественного шага по отмене ультиматума. Кто такой генерал Пуликовский, кто такой сегодня генерал Лебедь? Разница весьма, величины весьма разные. Пожелает ли Александр Иванович Лебедь это сделать или нет, это уж, как говорится, полночь нам всем станет известно. Лебедь хоть и говорит о том, что он за мирное разрешение данного кризиса, тем не менее он попал в очередной капкан от того, что Лебедь будет парить в небе Дагестана и Ингушетии, горным орлом в Чечне он от этого не станет. Московские политики опасаются, как бы чеченская проблема не стала разменной картой в предвыборной игре генерала. Задача Александра Ивановича состоит не в том, чтобы решить чеченский конфликт, а в том, чтобы использовать ситуацию и потом рассказать общественности, что он хотел, да ему мешали, ему не давали. В расчете на то, что у нас электорат любит обиженных. Сегодня ситуация не такая. У него все есть полномочия. Я не могу себе представить, чтобы убивали собственных людей только для того, чтобы затопить, например, какого-то политика, чтобы он в будущем не смог стать президентом. Вот если власть двигается и ею движут такие мотивы, то это означает конец вообще России, и нечего вообще говорить о каких-либо реформах. А возможно, Александр Иванович не был бы последней надеждой, если бы так называемая партия войны не была бы так сильна в России. Уж очень много желающих разбомбить Чечню до последнего чеченца. Проблема национального статуса Чечни превращается в вопрос физического выживания нации. Вероятность того, что чеченский народ будет в составе России, понижается. Речь ведь идет не о том, чтобы чеченская территория была в составе Российской Федерации. Задача ведь даже всех указов, постановлений, всех действий направлена не на то, чтобы сохранить чистую территорию. Если мы в погоне за этой мифической целостностью, когда погибает собственный народ, будем продолжать то же самое, забыв о государственных истинных целях государственных деятелей, то это приведет к развалу России. Мы дойдем до Московского княжества. То есть то, чего мы боимся, наоборот, в результате этой войны последует необратимым образом. В вопросе трудном, длительно и трудно решаемом вопросе о статусе Чечни должны рассматриваться все возможности, в том числе возможность полной независимости Чечни. Преобладающее большинство чеченской нации, за исключением отдельных представителей, которые сегодня присосались к денежному трубопроводу, лютой ненавистью сегодня ненавидят российское государство вместе с его конституцией. Спорной представляется и будущность правительства Завгаева. Мы выступили с инициативой еще 8 августа в данной конкретной ситуации. Это добровольная отставка Доку Завгаева. Из-за него очень многое там происходит кровопролитий. Доку Завгаев должен участвовать в переговорах, но он должен принять позицию сепаратистов. И тогда он станет нормальным чеченцем, который выражает интересы Чечни, если он претендует на эту роль. Я считаю, что более легитимной власти, чем власть Завгаевская или правительство Завгаева сегодня нет. И поэтому, мне кажется, все-таки
правительству нынешнему придется сегодня сделать ставку на чеченский народ. Режим Газавгаева создан в надежде на то, что чеченцы будут резать друг друга сами, что чеченцы ликвидируют сами себя. Только для этого он создан. Депутаты намерены сменить на посту миротворцев обанкротившихся коллег. Не должны заниматься этим миротворчеством никто из людей, запятнавших себя кровью. Никакой Михайлов и никакой Степашин. Это Степашин, между прочим, в ноябре вербовал танкистов. Это Степашин совсем недавно выдвигал ультиматумы. А врать нам не перестает. Если можно было вызвать из отпуска депутатов для участия в инаугурации президента, то сегодня, когда страна стоит перед угрозой страшной беды, когда разворачивается национальная трагедия, депутаты Государственной Думы должны собраться и сказать свое слово. Если бы все 450 депутатов в знак протеста вышли бы на площадь, Красную, например, и перестали бы работать, и сели бы там на землю, и сидели, то, я думаю, то такая гражданская акция наконец бы повлияла. Смогут ли здравомыслящие политики коллективными усилиями остановить новое кровопролитие? Слишком велики списки погибших, ставшие поминальниками в каждом российском храме.